Остала. Аку. Тут bir bahar sanka ikкен тоем болагат ду. Evet эрүк колу. Bir гатаксан. Быяктан кягатты. КСБ! Пора в кино! В кинотеатре Лена города Якутска состоялся пресс-показ якутской комедии «КСБ». Как стать боссом режиссера, постановщика Аяла Струкина и генерального продюсера Степана Порядина. Фильм приурочен к десятилетию творческого объединения Hits Production, самой юморной команды Якутии. Больше аплодисментов, пожалуйста. Вот так вот. Согласно синопсису криминальной кинокомедии, двое друзей, устав от безденежья и работы в найме, решают изменить свою судьбу. Однако жизнь вносит неожиданные коррективы. Курьеру и повару предстоит изображать наследников криминального босса. От того, насколько хорошо они справятся с этой задачей, зависит их будущее. Роли друзей исполнили Владимир Тимофеев и Иннокентий Хабуев. К ним также присоединился Виталий Щукин, вернувшийся в фильме к культовому образу дяди Лёни. Один раз чуть космонавтом не стал. Про скафандр в эту шайбу не влез. Фильм посвящен творческому коллективу Hits Production. В этом году ребятам исполняется уже 11 лет. Половина фильма была сделана в Казахстане. Впервые поработали, считай, это как бы международный проект. Это благодаря получился нашему оператору-постановщику Евгению Желнину, который это его первая большая работа в качестве оператора-постановщика. И мы специально его отправили в Казахстан, чтобы он там пошпионил. Вот так вот. Через него мы вышли на ребят, и все у нас получилось. Так что, Жеке, огромное спасибо. Главная задача якутского продюсера – это всегда необыкновенно. Это за маленький бюджет выпустить полноценный фильм. Вот это магия якутской кинематографии. Полностью перевели субтитрами, чтобы наши глухонемые зрители тоже оценили, и посмотрели и поняли этот фильм. Так что субтитры везде будут. Где по-русски говорят, по-якутски говорят, везде будут. Все, спасибо, ребят. Приглашаю всех. Даже мы же отказались от коптеров. Вместо коптеров мы поднялись на 10-й этаж или использовали кран. И это был наш принцип все делать вживую и чтобы все было живо. Но если мы едем в машине, то едем реально в машине, а не в студии, например. Если мы, не знаю, если мы на улице вечером, то мы реально на улице вечером. Ну, ребята генерируют всегда шутки, и импровизировать было несложно. Сложно было это все выбирать, чтобы сильно не уходить в бред там, а как-то все было, чтобы органично в рамках фильма. Да, это моя первая работа как оператора-постановщика. Я до этого, конечно, работал в кино, но как оператор-постановщик именно это мой первый проект. Комедия – это такой жанр, который многое прощает на самом деле. И тут больше, скорее всего, я пытался, наверное, усилить их юмор, более визуальном стиле, то есть картинки. Уже по мере разработки фильма я стал продюсером постпродакшена, то есть часть постпродакшена мы делали именно в Казахстане, такие города, как Алматы и Астана. Я вел полностью визуальную стилистику фильма. В визуальной стилистике наша творчество не сильно таки отличается, потому что, как говорят казахи, большинство якутов похожи на казахов. И для них визуально ничего такого нового не происходило. Конечно, интересно было им Якутию посмотреть. И, в принципе, мы отснялись на уровне Казахстана. Самая сложная сцена, как всегда, скорее всего, финальная. Тогда было 0 градусов, было очень холодно. Мы снимали в фильме, у нас происходит лето. И ребята не должны были мерзнуть, то есть ребята все равно очень сильно замерзали, и мы пытались как-то это все отснять еще. Плюс было очень сложно думать во время того, когда холод тебя уничтожает. Я бы посоветовал вам в это сейчасшнее трудное время просто прийти, расслабиться, ни о чем не думать и просто насладиться кино.
Потому что это мой любимый жанр. Ну, это единственный мой жанр, которым я владею. В драму, там вот это я боюсь лезть, а комедия у меня вот, ну, я наслаждаюсь этим процессом именно. Каждый раз, когда вот это перечитывая, смотря вот это черновые варианты, как это шутки реализуются, ну, для меня это в кайф. Но сегодня именно в зале это в первый раз, и когда ты с залом сидишь, это, ну, вообще другой вайб. Это по-другому ощущается. Ну, по сути, для меня премьера была сегодня, да. То есть я пару дней притворяюсь новым боссом. Правду знаю, только мы. Всем привет, меня зовут Виталий Щукин. Я являюсь актером, продюсером в этом фильме. Как видите на этом большом плакате, мое лицо огромное, которое еле влезло сюда. Самое сложное для меня, скорее всего, это выпрыгивать из машины. Но посмотрите этот фильм, я это спойлерить не хочу. Ну да, я там говорили, лучше давайте не будем рисковать. Я говорю, да давайте я прыгну, что такого там. Разогнались, я выпрыгнул из машины. Ну, это все увидите в фильме. Нормально, все без увечий, все классно. Над этим фильмом работали сами. Мы могли сами поправить сценарий, могли что-то внести сами, музыку писали сами. Ну, полностью над этим проектом работали, грубо говоря, сами. Был сценарист, конечно, Алексей Собакин, который написал полностью сценарий вместе с нами. Аял Стуркин режиссировал нас. Все. Конечно, мы КВНщики, мы разгоняем шутки, вот вставляем. А это же может выбиться именно из сценария. Вот сценарий так пойти может. Из этого он нас придерживал всех, и вот по одной линии шли. Юмор рулит, смех рулит, доброта и позитив рулит. Крутой масалах этих Давай? Да? Блин, график, мы кремся. Ага. Когда? Павки, да? А? Только в следующей жизни. Встретимся в следующей жизни. Индия полувола вообще где? А карва масалах ряре. Папа дым, папик дым масалага. У меня тогда тоже крыша нет, почти кабриолет. Ай, Это моя первая главная роль, и для меня вдвойне волнительно сейчас. Ну, то, что главная роль снимается больше и дольше всех, поэтому, наверное, была самая главная сложность в этом. Ну и, конечно же, основных таких прям сложностей не было. Были непогоды, в которых мы не должны были показать, что мы замерзли. Поэтому вот, наверное, самое сложное было в этом. Эй, ты папа. Алар багажника баргатла. Ол боксер күнді? Типа. Выеха. Я думаю, фишка в юморе. Именно сейчас, ну, очень давно не выходили именно такие качественные комедии, я так считаю. Но мы уже на опыте, мы играли в КВН, так что у нас с юмором и вот с импровизацией все нормально. В такое время нужно чаще смеяться, улыбаться. Приходите все в кино. КСБ. Снимался в этой замечательной картине в роли главаря банды. Ну, меня только на такие роли и зовут, потому что подхожу без грима. Вот. Ну и я за еду работаю. Они, знаете, вот они какими-то, в отличие от меня, в каком-то параллельном мире живут, где время бежит быстрее, по-моему. Потому что они, ну вот увидишь их через год, они делают столько, сколько я делаю, наверное, лет через 5. Поэтому вообще, ну, монстры в хорошем смысле этого слова. Но, вы знаете, кулуарная часть вот этого таланта юмора, да, все-таки это серьезная часть, потому что парни, они очень умно, грамотно, профессионально ставят и юмор, и шутки. Все-таки это профессионалы, это не ребята с улицы, хотя, конечно, природа их наделила талантом, но все-таки это профессионалы, действительно, и они прямо чувствуют, чуйка, такая режиссерская чуйка, где пошутить, как смешно обставить картину и так далее. Потому что можно сыграть и смешно, и не смешно, говоря одни и те же тексты, например. Поэтому профи. Вы знаете, вот даже я на съемочной площадке был по возрасту старше всех.
и, возможно, даже опытнее, ну, относительно, ну, со своей колокольни, да, вот я сужу. Но работая с такими ребятами, набираешься таких знаний, такого опыта, ну, который бы я бы, наверное, лично сам не познал бы, не узнал бы, даже не догадался бы. Я приглашаю всех посетить наши кинотеатры, наши залы с показом вот этой картины, вот этой ленты, потому что это не только возможность сходить в кинотеатр, да, а еще это немножко история нашей страны. Мы не можем это вычеркнуть. Так было. Конечно, в фильме приукрашено, но так было в действительности. Мне было легко играть эту роль, потому что я все-таки молодой человек из 90-х. Поэтому приходите, смотрите, наслаждайтесь, отдыхайте вместе с нами. Hits Production, перед вами Савелеев. Да, опа, один. Не осталось вопроса, да? Вторая часть. Как роль Алексея Еремеева вам понравилась? Премьера. Вот. Как вам, друзья, как вам режиссура? Как вам операторская работа? Кадры крутые, да? Ребята, и как вам монтаж? Вообще, как вам? Отлично. То ожидал, все есть. Очень хорошо снято. Графика тоже очень хорошая. Да, вообще уровень. Уровень, новый уровень. Якутский фильм, можно сказать. Насчет юмора, да, вообще лох. Отлично. Нам очень понравился фильм. Мне понравился лично монтаж, операторская работа, ну и, конечно, сценарий. Прям обалденный. Да, мне очень понравилась цветокоррекция, было очень красиво все выполнено. Да, и работа актеров на высшем уровне. Прям респект. И мы будем только рады, если этот фильм пойдет в большой прокат, то есть по всему миру. Короче, мне зашло. Все супер. И сейчас такая комедия, вообще давно такого не видел. За последние лет, наверное, 5, наверное, даже и больше. Давно так не смеялся. И юмор вообще очень клевый, именно, который очень хорошо зашел. Эта работа очень хорошо проделана, и треки тоже очень классные. Видно то, что сами придумали, да, по ходу, потому что там что-то hits food. И я даже подумала, доставка, может, такая есть. Ну вот, в целом фильм классный. Круче, чем в России, наверное, в целом. Сейчас многие местные фильмы, колоритные такие, показывают, насколько круто энтузиазм решает в кино. Да, фильм очень хороший, и он по-любому соберет большую кассу. И вот в выходящем году это один из лучших якутских фильмов, на мой взгляд.